Глава Коми выступил с обращением к жителям республики. Бурет Дунайортис. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Сегодня день хороший, насыщенный позитивными новостями. Сегодня мы вручили 30 новеньких автомобилей скорой помощи. Это санитарные автомобили класса Б. Часть из них полноприводные в те районы, где требуется в соответствии с дорожной сетью машины высокой проходимости. Но все машины в северном исполнении, это значит, что у них предзапуск для обогрева двигателя и автономное отопление в салоне. Такой северный вариант обязателен для наших условий, чтобы было комфортно и пациентам, и медицинскому персоналу. Практически в ближайшие дни, как только машины поставят на учет, они все выйдут на линии, потому что, хотя мы в этом году уже 80 автомобилей новых поставили санитарных, все равно есть еще достаточно большой парк, который надо обновлять. На этом не останавливается программа по обновлению автомашин скорой помощи в следующем году. Точно так же эта работа будет продолжена. Еще одна хорошая новость. Летом мы, когда объезжал Усть-Коломский район, в село Вольдино, мы встречались с населением, и жители просили ни в коем случае не сорвать пуск нового социокультурного центра. Мы выдержали обязательства, и мы, и строители, социокультурный центр Вольдино сдан. И к Новому году там будет уже новогодняя елка. Название у центра очень хорошее, красивое. Это Шудлун, в переводе с коми языка на русский это счастье. Поэтому счастье и социокультурному центру, и людям, кто его так ждал. Там предусмотрено помещение и для кружковой работы, как для взрослых, так и для детей. Зрительный зал на 49 мест, библиотека, все, что необходимо для такого сельского дома культуры, как мы говорили раньше. На самом деле это достаточно недешевое удовольствие. 34 миллиона затрачено на строительство этого социокультурного центра. Деньги софинансирования, это федеральный бюджет, республиканский и местный бюджет. Вообще, если посмотреть по годам, то за 3 года, с 2019 года по 2021, построено 6 социокультурных центров. Это городские округа Вуктыл, Сосногорск, Сысольский, Книж-Погодский, Усть-Илимский и Усть-Коломский районы. И это, конечно, место, куда люди приходят, где они проводят и свободное время и в кружках, и в коллективах. И это очень хорошо, потому что не хлебом единым сыт человек, и поэтому, конечно, очень важно, что на селе снова появляются новые дома культуры или социокультурные центры. По эпидобстановке. За сутки мы опять немножко снизились на 7 случаев. Вчера у нас было 190 новых случаев заболевания коронавирусом, сегодня 183. По городам ничего не меняется. Сыктывкар соперничает с Ухтой, Сосногорский район, Воркута и Усинск. Вот основные сегодня муниципалитеты и города, где у нас наибольшее количество заболевших. Среди заболевших 183 человека, 5 человек привитых, но все они на амбулаторном лечении, то есть в легкой степени протекает заболевание. По умершим, к сожалению, у нас сегодня 6 умерших, среди них нет ни одного привитого. Вы видите, по статистике заболевших на 183 случая, 5 человек заболевших это привитые, и среди умерших нет ни одного привитого. Я снова возвращаюсь к прививкам, вакцинации на сегодняшний день. Это единственное, как можно обезопасить свою жизнь и здоровье. И в случае, если даже человек заболевает, то это легкое течение. Поэтому на сегодняшний день у нас 370 319 человек полностью провакцинировались, поступили абсолютно правильно, они защитили себя от тяжелых заболеваний коронавирусом или вообще от заболевания коронавирусом.
Ревакцинацию прошли тоже достаточно много, 54 412 человек, это тоже люди уже с серьезным иммунитетом, то есть они прошли ревакцинацию после первого курса вакцинации. И при этом у нас переходный остаток вакцины очень большой, то есть нам его хватит и до конца года, и в новом году, в первые дни, более 138 тысяч доз. Почему я говорю, что в первые дни? Потому что 1-2 числа, 1-2 января пункты вакцинации работать не будут, но начиная с 3 числа пункты вакцинации будут работать. Поэтому, пожалуйста, кто в вот эти каникулы примет решение вакцинироваться, милости просим, пункты вакцинации работают с 3 по 9 число, поэтому записывайтесь, либо приходите и прививайтесь. На сегодняшний день это вся информация. Всего самого доброго, берегите друг друга. До следующей встречи.